Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 6 марта 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Итак, основная карта дня. Девятка червовая. Для других знаков сейчас достанем карты. Это у нас овны, это тельцы, это близнецы. Для раков, львов, дев, весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи, рыбы. Итак, основная энергия этого дня будет направлена на какие-то новости, на новых людей, на новые встречи, на новые дела. В общем, какое-то обновление сегодня гарантировано. Да? Если вы как раз хотели что-то новое начать, вот замечательный день. Также карта прихода каких-то долгожданных вестей, новостей, получения нужной информации. Карта связана с документацией, подписанием договоров важных, оформление каких-то важных бумаг, регистрации, может быть, по месту жительства, может быть, оформление паспортов. И также карта связана с приобретением билетов. Тоже, если вы планировали, то вот сегодня замечательный день, можно очень удачно по цене подобрать билеты. Кроме того, карта связана с обучением. Если у вас в этот день какие-то экзамены, то тоже день замечательный для того, чтобы все прошло удачно. А теперь овны. Овнам выпадает восьмерка трефовая. Карта говорит о том, что, скорее всего, овнам придется сегодня либо потрудиться очень хорошо и много, да, а может быть, даже будет столько много дел, что вам самим не справиться и придется обращаться за помощью. Кроме того, это карта поддержки, помощи от людей, которые обладают либо большим материальным благополучием, чем вы, либо большей властью. Если вот у вас есть какая-то сложность, какая-то нужда, вот сегодня можно обращаться к таким людям. И еще не нужно брать на себя слишком много. Вот нужно рассчитывать свои силы. Если что-то не получается, нужно тогда либо отложить это на другое время, либо поделить ответственность с другими людьми, либо вообще, может быть, как-то другим путем каким-то вот к своей цели прийти. Для тельцов выпадает девятка пиковая. Карта говорит о том, что нужно сегодня быть как бы очень настойчивым и вот держаться зубами за жизнь, что называется, да. То есть нужно обязательно как бы настоять на своем, потому что, скорее всего, для вас это важно. Также карта говорит о том, что может быть период какого-то отдыха, спокойствия, отпуска. Если для вас эта тема важна, тоже хороший день. Ну и также карта стабильности, финансовой стабильности, стабильности в отношениях. В общем, мы можем чувствовать себя очень спокойно, основательно, уверенно. И если будут ситуации какие-то возникать, когда нам нужно постоять за себя, это нужно обязательно делать. Для близнецов девятка бубновая выпадает, и в сочетании с девяткой червовой эта карта говорит о том, что завершается какой-то очень важный период. Может быть, заканчивается изготовление каких-то там документов, да, может быть, это возможность получить отказ или возможность получить одобрение от каких-то, может быть, государственных учреждений, да, может быть, от чиновников или, может быть, даже от близких людей. Вообще у близнецов сегодня, может быть, заканчивается что-то одно и начинается другое. То есть, может быть, действительно какие-то отношения, либо какое-то дело очень такое тяжелое, которое вас выматывало, в этот день может закончиться, да, то есть приходит время, карта говорит, для того, чтобы из жизни ушло все, что отжило, все, что уже не нужно, все, что тянет вас вниз, все, что мешает вам жить, дышать и так далее. И вот по карте дня приходит обновление, то есть в этот же день происходит такая перемена, то есть одно ушло, другое пришло. Для раков выпадает карта семерка бубновая. Здесь очень хорошая карта для того, чтобы общаться, знакомиться, договариваться. Обучение тоже хорошо по этой карте идет. И самое важное, можно встретить человека,
с которым вот у вас общие интересы, общие цели, планы. Для кого-то это партнер по делам, по бизнесу, для кого-то это человек, который впоследствии может стать супругом. Также карта говорит о том, что очень важно сегодня задуматься над какими-то вот глобальными вопросами вашей жизни. Может быть, вы как бы привыкли идти по кругу и не думаете о том, зачем вы что-то делаете. Допустим, зачем вы работаете, зачем вы с этим человеком, что для вас важно, что вот вас притягивает, что заставляет вас какие-то дела осуществлять. Да? То есть вот нужно как-то глубже взглянуть на это. И тоже карта очень хорошая для того, чтобы советоваться со специалистами, либо с мудрыми людьми, с теми, которые рядом с вами находятся, если у вас какой-то сложный вопрос возник. Ну и карта вот успеха в обучении, да, когда у нас есть возможность действительно сдать экзамены очень хорошо, либо поступить туда, куда мы хотели. В общем, карта связана с обучением, преподаванием. Если вы преподаватель, тоже отличный для вас день. Ваши какие-то планы и желания осуществляются. Хороший день для публикаций, для того, чтобы какие-то там научные открытия делать, да, то есть, ну, для тех, кто этим занимается. Для львов выпадает карта шестерка трефовая, и день сегодня говорит, карта говорит о том, что день сегодня закрывает какой-то важный период для вас. И у вас, скорее всего, будут какие-то очень неожиданные ситуации, которые вас будут, ну, как бы ставить в тупик, в шок, может быть, даже вводить. Но карты говорят о том, что главное не держаться за то, что у вас как бы уходит. Это могут уходить люди, могут как отменяться какие-то договоренности. В общем, могут вообще совершенно неожиданно срываться какие-то важные дела. И вот если это происходит сегодня, то это к лучшему. Обязательно у вас будет что-то новое, лучшее на место того, что вот уходит, срывается. Для дев выпадает семерка червовая. Карта говорит о том, что у вас сегодня все дела идут в рост. Если вы планировали какие-то операции с деньгами, с недвижимостью, на работе какое-то там вступление в должность, повышение, это все замечательно. То есть эта карта также связана с детьми, с воспитанием детей, с близкими, в общем, общение с близкими людьми, с родителями, родственниками, дальними родственниками, да, может быть, кто-то приезжает, напоминает о себе, какие-то новости о них могут приходить. Ну, в общем, день вот такой, связанный с домом, семьей, недвижимостью и с возможностью развития, роста. Может быть, даже, знаете, вот почувствуете себя очень уверенно, почувствуете какой-то внутренний стержень в себе, да, почувствуете, что вы человек самодостаточный, что у вас есть опора именно на себя. То есть такой день как бы кардинальный, да, для вас. Для весов выпадает десятка бубновая. Карта говорит о том, что сегодня могут открываться для вас какие-то новые перспективы и возможности, раз, приходить какая-то важная информация. С другой стороны, может быть, откроется какая-то тайна, которую от вас скрывали долгое время. Причем это произойдет, скорее всего, чисто случайно, неожиданно. Также карта говорит о том, что сегодня можно договориться, примириться, понять друг друга, вот если у вас, допустим, в отношениях были какие-то сложности, проблемы. Также карта связана с бумагами, документами, и самое главное здесь проверять, чтобы не было никаких ошибок, если вот сегодня нужно действительно с этим работать. Ну и также карта связана с концентрации на каком-то деле, когда мы находимся там в четырех стенах, да, и вот настолько заняты делами, что не можем даже там выйти из дома. То есть может быть вот такая сильная занятость. Но это вот как бы интерес, это, ну, как бы это желание заниматься вот этим делом, то есть это не ограничения, внутренне они, по крайней мере, не чувствуются. Для скорпионов выпадает шестерка бубновая, это очень удачный день, скорее всего, все новое, что будет сегодня приходить, это вот как раз подарок судьбы. Это не то, что вы там старались и прикладывали усилия, это просто вот вам по судьбе приходят, может быть, какие-то события, связанные с
деньгами, может быть в деятельности какая-то удача, могут быть денежные поступления, могут быть подарки, могут быть встречи с людьми очень важными, тоже все по судьбе. То есть здесь просто вот вас судьба одаривает сегодня, и все, что бы вы ни задумывали в этот день, оно все будет удачно, благополучно. Вот будут ситуации создаваться, будет вот все просто для того, чтобы вам везло. А теперь, Стрельцы, выпадает валет пиковый, и карта говорит о том, что, скорее всего, могут быть какие-то вопросы, связанные с детьми. Но, смотрите, это если они у вас есть, конечно, да. Может быть, для кого-то будет важный вопрос там, получения какой-то нужной информации, что-то разузнать, там, ребенка отправить, допустим, там, на какие-то курсы, на учебу или еще что-то, да. Для кого-то это будет вопрос, связанный, может быть, с обучением, да, или, может быть, для кого-то это будет вопрос там зачатия, рождения ребенка, но в любом случае вот здесь вот какой-то важный момент для тех, кто вот именно интересуется этой темой, для кого она важна. Для тех, у кого как бы нет детей, да, то есть они как бы в принципе этой темы не касаются, то тогда вот карта рекомендует вот на все новое реагировать вот очень открыто, да, то есть если какая-то информация приходит, и вам на первый взгляд кажется, что она вам неподходящая или ну, ерунда, в общем, какая-то, да, вот карта говорит о том, что нужно обязательно принять информацию, которая приходит, и дать возможность себе ее проверить обязательно. Ну и вообще здесь рекомендация для стрельцов вести себя максимально искренне, открыто, ни в коем случае не надевать никаких масок. Если вам особенно предстоит какой-то важный разговор, важная встреча, то важно быть собой. Ну и, конечно же, больше радоваться жизни, организовать себе, может быть, отдых, если есть возможность. Если вот есть возможность сегодня, допустим, не работать, это вот то, что нужно для вас. Ну и также, если все-таки работа у вас, ну, вас не отпускает, то нужно быть очень внимательным при проверке, в общем, при подписании документов, все проверять. И если, допустим, вы чувствуете себя некомпетентными в чем-то, то вот этот день говорит о том, что есть возможность там поучиться, получить нужную информацию, получить нужный опыт. Ну, в общем, начать обучение даже можно по этой карте. Для козерогов выпадает восьмерка пиковая, и козерогам будет вести в общении, будут удачные телефонные звонки, в общем, любые средства коммуникации. Хороший день для того, чтобы приобретать что-то из офисной техники, телефоны и, в общем, все такое, да, информационное. Кроме того, очень хороший день для того, чтобы завязывать какие-то новые знакомства, для того, чтобы привлекать связи свои для решения каких-то вопросов, проблем. Также карта говорит о том, что будет очень удачно сегодня какой-то праздник, вечеринка. В общем, там, где много людей, там ваша удача. То есть нужно использовать это время для того, чтобы решать какие-то важные вопросы. Ну и кроме того, вы можете как-то выделиться из коллектива, да, вас могут заметить, вас могут благодарить за что-то, да, то есть вот какое-то может быть уважение, почет и так далее. Для водолеев здесь выпадает валет червовый. Карта говорит о том, что удача этого дня состоит вот в том, как вы строите отношения. Вот вся ваша как бы власть в жизни, да, она у вас должна исходить из заботы о людях. То есть ни в коем случае не нужно как-то стараться там, тянуть одеяло на себя, да, вот лучше делать так, чтобы было хорошо вашим близким, людям, которые рядом с вами, и тогда вот есть возможность у вас замечательно провести день. И вообще этот день связан с любовью, с романтикой,
Если есть возможность вот провести такой вечер романтический, да, то вот можно сегодня этим вопросом заняться. То есть улучшение отношений, может быть, встреча с человеком, которого вы давно не видели, к которому хорошо относитесь, либо это может быть совершенно новый человек, с которым могут завязаться отношения. Здесь может быть обновление чувств, если вы партнеры и, допустим, в браке уже долгое время. Ну, в общем, все дела, вот все новости, все вокруг отношений. Для рыб выпадает карта дама пиковая, и здесь подарки. Рыбы, принимайте подарки в этот день, принимайте, может быть, какие-то безделушки, да, какие-то могут быть очень интересные, красивые и так далее. То есть, может быть, для себя что-то нужно купить красивое и приятное. Также карта говорит о том, что хорошо день посвятить там, искусству, красоте, может быть, сходить в театр, посетить какую-то выставку, заняться своей внешностью, купить что-то себе красивое. Если, допустим, вам подарки не дарят, то нужно дарить их себе. В общем, карта очень хорошая, которая говорит о том, что для вас день просто светлый, чудесный и такой радужный, да, то есть сбываются все ваши мечты, планы и желания. Друзья, всего вам доброго, до новых встреч!